привет, дорогие друзья! Сегодня я опять на кухне и хочу приготовить венгерский суп. Вот, значит, у меня здесь фасоль, помидоры, значит, морковь понадобится, перец, лук, чеснок и колбаса полукопченая и грудинка. Это все, значит, понадобится для нашего супа. Но, как видите, картошки нету. Суп без картошки. Ну, немножко поздороваюсь я с вами. Всем привет, друзья. Вот решили повторить интересный рецепт, нашли в интернете. Венгерский суп называется с фасолью. И решили повторить, попробовать, что же это такое, потому что венгерская кухня, она такая островатая должна быть. Но в то же самое время венгры это тоже финно-угры, да. И как бы родственное что-то должно быть, да. Комы тоже финно-угры, венгры тоже финно-угры. И вот решили, рецепт такой интересный, вот, Маша. И уточню момент такой, вот там вот в тарелке помидоры, но помидоры, они тоже консервированные и размягченные. Сейчас Маша будет там готовить, я поснимаю немножко, друзья. Первым делом Маша вот нарезает, у нас копченый бекон есть такой. Можно сюда любую копченость. Можно ребра копченые свиные, можно там грудинку, можно, наверное, куриные крылышки копченые. Ну, вот у нас была вот грудинка такая копченая. Сюда будем добавлять 2 литра воды. Так. Литр 200 где-то как-то так. Ну и ставим на огонь. Не 2 литра? Нет. В рецепте там написано, друзья, 2 литра, а у нас получается поменьше. Да? Кастрюля поменьше. Кастрюля поменьше, да. Включаем электроплиту и пускай там уже, вода уже сразу нагревается. Между тем Маша будет делать нарезку, лук там. И тоже заодно включи, пожалуйста, вон сковородку. Одной луковицы, я думаю, более чем достаточно, потому что я не очень люблю лук, а Маша-то лук обожает. Она обожает лук. Наверное, половинку возьмем и все. Лук большой, я смотрю, да, он такой здоровая луковица. И тем более кастрюля у нас поменьше, и вот. Пока лук обжаривается, режем колбасу. Вот такая полукопченая колбаса, друзья. Но там, конечно, это натуральная оболочка, но все равно уберем. Все равно приятнее, когда нету никакой оболочки там. У нас, друзья, пришел на колбасу, у нас аромат колбасы пришел вон наш эксперт. Сидит вон там. Малыш. Шуршит колбаса, да? И вот такими кольцами режет Маша колбасу. Чтоб далее потом обжаривать тоже вместе с луком. Кладем колбасу. Обжариваем вместе с луком. Пусть жарится, сейчас морковь надо еще порезать. Морковь тоже кубиками. Кубиками я в рецепте удивился, в супе нету картошки. Я говорю, Маша, добавим картошку. А Маша говорит, зачем, говорит, по рецепту будем делать. А в рецепте картошки нету. Так, маленькими. Так, кладем морковку.
Так, все это перемешаем. Сейчас потом перец еще будем резать сюда тоже. Перец будем класть. Перец сладкий такой, не крупный, да ведь? Да. А тут наоборот, я перец вроде бы нормально, а Маше перец не очень нравится. У меня от перца изжога начинается. А у меня наоборот, я наоборот перец люблю. Так, добавляем перец сюда. Так, и все. Пусть жарится минут 10-15. Обжаривается все. Режем чеснок мелко. Чем мельче, наверное, тем лучше. Тот чеснок. Так, все мелко накрошили. А теперь сюда же добавили Я смотрю, вода закипела, да? да, что-то вода закипела. Ну, у меня на медленном огне поставлено. На медленный огонь. Аромат от колбасы идет. Сюда добавляем ложку муки. Да? Ну сюда-то сюда, просто ты Помидор. не говоришь Это куда. помидор у нас. Интересно, с мукой, вот почему-то с мукой перемешивают вот эти помидоры ложкой. Ну, друзья, аромат в доме уже очень вкусный. Вообще, запах идет от овощей жареных, от этого, Так, от копченой колбасы. значит, добавляем сюда помидоры сюда. Так, и все. Размешаем это здесь. Сейчас потом посолим, поперчим. И пусть закроем крышкой, и пусть протушится у нас это немножечко, минут 10. Так, бульон у нас уже вскипел. Так, добавляем бульон. Еще немножко добавили. Так. А теперь это пусть немножко, ну, 10 минут под крышкой. Кладем сюда перец немножечко тоже. Так, и соль. Закрываю крышкой на минут 10. Он уже, можно сказать, уже почти готово. Зажарка уже почти готовая. Но еще немножечко, минуты 2. Так, зажарка у нас готовая уже. Сейчас добавим зажарку в бульон. И потом добавим туда же фасоль сразу же. Так. Немножко бульон отсюда убрали, так как у меня полностью кастрюля была заполнена. Вот. Сейчас буду класть фасоль. А потом, если уже понадобится, добавлю бульон потом. Но я пробовала этот суп. Мне уже понравился. Вкус такой необычный, вкусный. Очень вкусный суп. Так, фасоль
положила, но бульон, наверное, не надо добавлять, потому что у меня уже кастрюля полная. Так, суп густой такой, наваристый суп получается у нас. Здесь действительно картошка и не нужна. Муж говорит, что надо картошка, а действительно сюда никакой картошки и не надо. Так, добавляю 2 поварешки бульона. Все. Так, а потом еще минут 20 так будем варить и добавлю потом зелень. Все, закрываю. Так, 15 минут прошло у нас. Так, добавим сюда укроп. Плиту я выключаю, и пусть суп доходит. Плиту выключаю. Ну что, друзья, настало время Ч, как говорится. Вот смотрите, какой суп. Красивый, ароматный. Ну-ка, насчет наваристости покажем же. Тоже наваристый такой. И остренький такой, и все такое. И сейчас будем снимать пробу этого. Ну, на вид и аромат замечательно. Пока что без нареканий. О, смотрите какой. Горяченький такой. Слишком много колбасы. Упала у меня. Фасоль. Суп с фасолью. О, смотрите какая. Ну, у нас красная фасоль была. Лучше, наверное, конечно, белую, потому что в рецепте тоже белая фасоль была. А у нас оказалась красная фасоль, консервированная, и также и добавили красную потом. Не стали уже белую искать. Маша пробует, друзья. Я уже потом буду. Я сегодня тоже за кадром все время. Но Маша не, как говорится, неправду не скажет, скажет правду. Если ей не понравится, она всегда говорит, что невкусно. Если вкусно, то всегда говорит, что вкусно. Суп горячий, конечно. Горячий. Ну, конечно, только с плиты. А какой приятный на вкус. Замечательный, да? Бульон такой вообще, вкус такой, аромат и от копченостей такой идет вкус. Прям, что могу сказать? Очень вкусный. Мне очень нравится. Ну вот. Действительно, очень вкусный суп. Необычный суп. Я такой еще не кушала. Суп очень наваристый, очень вкусный, пикантный, такой необычный. Так что кушаем. Ну, Маша так вкусно ест. Я потом вот этот фильм закончу, тоже буду пробовать этот замечательный вкус. Ну и, друзья, еще такой момент, что это еще такой суп мы не готовили, как уже говорил в начале видео, то, что нашли тоже интернет большой, и вот нашли такой хороший рецепт, ну, как оказалось, действительно хороший, называется венгерский суп с фасолью, вот, и решили повторить этот рецепт.
Ну и вот, Бульон очень как, вкусный. как оказалось, замечательный. Просто меня удивило, что в каждом супе у нас, ну, по традиции в Коми, в каждом супе есть картошка, да, ведь. А здесь нету почему-то не было. картошки. И, ну, и Маша говорит, что и картошка здесь не нужна. Говорит. Вместо, ну, вот фасоль все заменяет, и наваристый получается там от грудинки пикантный вкус и от колбасы копченой. Ну, вместо грудинки, как уже говорили, можно все, любую копченость. Чускай. Все, коми оценка ческид, Маша говорит. Значит, рецепт мы кладем в семейную копилку нашу. Вот. И советуем, друзья, тоже так вам повторить. Ну, вдруг понравится. Или кто-то уже готовит, скажут, вот удивили-то, некоторые скажут, да, готовим всегда этот суп, а они первый раз увидели. Ну вот мы такие. Но будем готовить дальше, потому что мне очень понравилось. Да. Вот так. И самое главное, очень быстро. Ну да, Ну, полчаса. за полчаса, За полчаса можно приготовить ну, такой. максимум там 35 минут. Все. Маша дальше ест суп. Да. Уже грудинку Уже- там, грудинку уже достала. Вот. Ну, все, друзья. Всем пока. До новых встреч. На нашем канале. Всем Пока-пока. пока. А мы угощаться. Мгм.